Рисовый отвар при поносе у ребенка, поносу, грудничка, при ГВ, при рисовый отвар при прорезывании зубов с пеной со слизью, с кровью при поносе у детей используется как медикаменты, так и одним из давно используемых в народе средств является рисовый отвар. Давать его можно с самого начала проявления поноса. Как действует? В рисе содержится клейковина, у которой имеется закрепляющее действие. По этой причине отвар из данной крупы хорошо показал себя в лечении поноса. Применение рисового отвара может восполнить траты жидкости, а также благодаря обволакиванию слизистой оболочки желудка будет препятствовать приступам рвоты. Состав его наиболее оптимален, чтобы закрепить стул. К тому же это натуральное и безвредное средство, которое очень легко готовится. Также к положительным эффектам от его применения относят связывание лишней жидкости и улучшение перистальтики кишечника. Немаловажно и то, что такая жидкость является питательной, поэтому помогает восполнить силы малыша. Как приготовить? Приготовить рисовый отвар можно двумя способами: из рисовой муки, а также из рисовой крупы. Для отвара из муки нужно взять чайную ложечку рисовой муки, стакан воды. Для получения рисовой муки можно измельчить зерна риса с помощью кофемолки. Воду нагревают до кипения, высыпают в нее муку и хорошо размешивают, чтобы не было комочков, можно использовать миксер. Прокипятив 5 минут, отвар нужно остудить, чтобы жидкость была комнатной температуры. Для отвара из крупы понадобится 150 грамм риса, который хорошо разваривается, лучше брать круглый рис и предварительно настоять его в воде 12 часов, 1,5 литра воды. Промытый рис заливают прохладной водой, а когда вода закипит, огонь максимально уменьшают, кастрюлю закрывают крышкой и варят крупу 30 минут. Если вода будет сильно выкипать, ее можно доливать до первоначального объема. Солить отвар не нужно, как и добавлять в него сахар. Если зерна не разварились полностью, то смесь можно взбить в блендере до густой однородной консистенции, взбивать можно порционно на одно питье. Далее жидкость нужно процедить. Ребенку отвар следует давать охлажденным до комнатной температуры. С какого возраста можно применять отвар из риса? Можно в любом возрасте. Если жидкость дают грудничку, для этого можно использовать бутылочку с соской. Лучше всего давать жидкость по чайной ложечке каждые 5 минут. Так он попадет в организм ребенка даже в случае приступов рвоты. Если малыш отказывается от ложки и бутылочки, попробуйте дать отвар из шприца без иголки. Дозировка: ребенку не нужно давать сразу много рисового отвара. На один раз дают крохи 5-10 мл. Всего в день ребенку дают 50-100 мл в зависимости от возраста малютки. При этом его не следует смешивать с другой пищей, его дают самостоятельно. В день рисовый отвар дают 4-7 раз или больше. Как только состояние ребенка улучшилось, его больше давать не нужно, чтобы не вызвать запор. А можно ли купить? Сейчас готовый отвар из риса можно приобрести в магазине. Производители питания для детей упаковывают его в герметичные бутылочки и рекомендуют при поносе. Обычно в него также добавлена морковь. Поносу, грудничка, при ГВ, при рисовый отвар при прорезывании зубов с пеной со слизью, с кровью. Как действует? В рисе содержится клейковина, у которой имеется закрепляющее действие. По этой причине отвар из данной крупы хорошо показал себя в лечении поноса. Применение рисового отвара может восполнить траты жидкости, а также благодаря обволакиванию слизистой оболочки желудка будет препятствовать приступам рвоты. Состав его наиболее оптимален, чтобы закрепить стул. К тому же это натуральное и безвредное средство, которое очень легко готовится. Также к положительным эффектам от его применения относят связывание лишней жидкости и улучшение перистальтики кишечника. Немаловажно и то, что такая жидкость является питательной, поэтому помогает восполнить силы малыша. Как приготовить? Приготовить рисовый отвар можно двумя способами: из рисовой муки, а также из рисовой крупы. Для отвара из муки нужно взять чайную ложечку рисовой муки, стакан воды. Для получения рисовой муки можно измельчить зерна риса с помощью кофемолки. Воду нагревают до кипения, высыпают в нее муку и хорошо размешивают, чтобы не было комочков, можно использовать миксер. Прокипятив 5 минут, отвар нужно остудить, чтобы жидкость была комнатной температуры. Для отвара из крупы понадобится 150 грамм риса, который хорошо разваривается, лучше брать круглый рис и предварительно настоять
Его в воде 12 часов, 1,5 литра воды. Промытый рис заливают прохладной водой, а когда вода закипит, огонь максимально уменьшают, кастрюлю закрывают крышкой и варят крупу 30 минут. Если вода будет сильно выкипать, ее можно доливать до первоначального объема. Солить отвар не нужно, как и добавлять в него сахар. Если зерна не разварились полностью, то смесь можно взбить в блендере до густой однородной консистенции, взбивать можно порционно на одно питье. Далее жидкость нужно процедить. Ребенку отвар следует давать охлажденным до комнатной температуры. С какого возраста можно применять отвар из риса? Можно в любом возрасте. Если жидкость дают грудничку, для этого можно использовать бутылочку с соской. Лучше всего давать жидкость по чайной ложечке каждые 5 минут. Так он попадет в организм ребенка даже в случае приступов рвоты. Если малыш отказывается от ложки и бутылочки, попробуйте дать отвар из шприца без иголки. Дозировка: ребенку не нужно давать сразу много рисового отвара. На один раз дают крохи 5-10 мл. Всего в день ребенку дают 50-100 мл в зависимости от возраста малютки. При этом его не следует смешивать с другой пищей, его дают самостоятельно. В день рисовый отвар дают 4-7 раз или больше. Как только состояние ребенка улучшилось, его больше давать не нужно, чтобы не вызвать запор. А можно ли купить? Сейчас готовый отвар из риса можно приобрести в магазине. Производители питания для детей упаковывают его в герметичные бутылочки и рекомендуют при поносе. Обычно в него также добавлена морковь.